Накануне на Якутск обрушился ураганный ветер и нанес неслабый ущерб в разных районах столицы. Падали столбы, дорожные знаки, светофоры, отлетали крыши, рухнули заборы, конструкции, местами отключилась электроэнергия. В одном из случаев даже пострадал человек. Как в целом идет устранение последствий в столице, какие меры приняты? Репортаж Кристины Якуповой. Сильный ветер начался внезапно. Накануне на Якутск буквально обрушился северный циклон. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ураган пронесся по всему городу. Стихия не щадила ничего. Ломала деревья, срывала линии электропередач и крыши домов. Здание школы 38 – одно из самых пострадавших в Якутске. Сегодня мы добровольцами и отрядом нашим добровольческим приступаем уже к развалу завалов и отдел технического и строительного надзора Управления образования города Якутска уже сегодня определяет подрядчиков. Время сейчас терять не надо. Как можно в кратчайшие сроки надо уже разобрать и приступить уже к восстановительным действиям. Из-за стихии без света остались не только пригороды столицы – Марха, Кангалас и Маган. Электричества нет и в некоторых районах центра Якутска. К восстановительным работам привлечены 64 бригады и 74 единицы техники. Все силы предприятия в круглосуточном режиме брошены на устранение последствий непогоды. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. От сильного ветра пострадали и люди. Девушка, переходившая дорогу на перекрестке Орджоникидзе и Курашова, не подозревала, что на нее упадет целый светофорный столб. К счастью, обошлось без серьезных травм. В приемное отделение нашей больницы обратилось 3 человека с небольшими ссадинами, ушибами. После оказания медицинской помощи все отпущены домой на амбулаторное лечение. Работа прибавилась и работникам городского кладбища. Им придется самостоятельно устранять последствия стихии. Неожиданно сильный ветер повалил деревья прямо на памятники и ограждения. Впрочем, по словам синоптиков, такая погода – нормальное явление для данного времени года. Сегодня в Малом зале городской мэрии состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Руководители городских округов отчитались о проделанных работах. Устранение оставшихся неполадок проводятся в полном объеме и должны закончиться в минимальные сроки. Основные проблемы все исчерпаны, в том числе и с электроэнергией. Значит, электроэнергия Якутэнерго дает подключение порядка 95% от общего объема. Значит, тем не менее, некоторые локальные участки еще у нас остаются. Есть серьезные проблемы, связанные, значит, со сносом кровли. Здесь тоже нами принимаются меры. Значит, выделяется финансирование. В ближайшее время все работы будут выполнены. Работы ведутся круглосуточно, но без света еще остается внушительная часть города. Кристина Якупова, Петр Говоров, Семен Семенов, Владимир Павлов, Якутск.